В начале встречи Мурат Зязиков представил подробную информацию о ситуации с возвращением вынужденных переселенцев, отметив, что на сегодняшний день на территории республики насчитывается свыше 30 тысяч человек. Касаясь процесса возвращения, глава Ингушетии отметил, что руководство республики неизменно в своей позиции. Люди возвращались, возвращаются и будут возвращаться на родину исключительно на добровольной основе. Вместе с тем Мурат Зязиков отметил, что одной из важнейших проблем остается обустройство тех граждан из Чечни, которые изъявили желание остаться в Ингушетии. Президент Ингушетии обозначил также и проблемы вынужденных переселенцев из Северной Осетии, которые, несмотря на ряд позитивных изменений, все еще остаются без должного внимания со стороны гуманитарных организаций. Мурат Зязиков поблагодарил представителей комитета за нужную и благородную работу, за реализацию конкретных программ и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Уважаемые гости, позвольте вас приветствовать в Ингушетии. Я думаю, что вот благодаря тому, что мы с вами координировали нашу работу, обсуждали вопросы оказания адресной помощи попавшим в беду людям, и думаю, это главная причина, из-за чего коренным образом изменилась обстановка с внутриперемещенными лицами. Хотел бы особо отметить тот неоценимый вклад, который сегодня осуществляет и внес Международный комитет Красного Креста в решение этих проблем. Я это особо подчеркиваю, потому что здесь осуществлялась конкретная программа реализации тех наших совместных проектов и по оказанию экстренной помощи внутриперемещенным лицам. Была оказана помощь, и думаю, что она будет оказываться и впредь в плане подготовки специалистов. Это еще раз позволит нам совместными усилиями более активно решить вопрос и возвращения, и обустройства внутриперемещенных лиц. Глава миссии Георг Кунц выразил признательность главе Ингушетии за подробную и полезную информацию, отметив, что, несмотря на всю сложность ситуации в самой Ингушетии, руководство республики оказывает помощь всем беженцам, находящимся на территории республики. Касаясь вопроса оказания помощи вынужденным переселенцам из Северной Осетии, глава миссии заявил, что включит эту категорию беженцев в различные программы. Кроме того, Георг Кунц представил проект Красного Креста по восстановлению насосной станции и трубопроводной линии для снабжения питьевой водой населения в селах Пседах и Инарки Молгобекского района и будущие планы деятельности комитета в Ингушетии. Также глава миссии представил нового главу офиса комитета в Назрани Аскара Умарбекова. Мы будем продолжать оказание непродовольственной помощи, мы будем дальше поставлять медикаменты в больницы, и мы будем дальше заниматься реабилитационной работой и работой по водоснабжению. И в связи с этим мы знаем, что Молгобекский район сильно страдает от проблем, связанных именно с водоснабжением, и в этой связи мы планируем проект. И как Юр уже сказал, мы готовы помогать беженцам из Северной Осетии через Ингушский Красный Крест. Если у Ингушского Красного Креста будут предложения, мы готовы оказывать финансовую помощь. По окончании встречи президент Ингушетии дал интервью нашей телерадиокомпании. Мурат Магомедович, в Республике Ингушетия остается около 20 тысяч, 18 тысяч беженцев из Чеченской Республики. Будет ли им оказана помощь? И, кроме того, в Северной Осетии возвращаются вынужденные переселенцы. Им будет ли оказана помощь? Ну, я уже об этом говорил. Те, кто беженцы из Чеченской Республики, ингуши, те, кто решил остаться, мы сейчас, работа такая продолжается в правительстве Российской Федерации. Мы определили эту цифру, уже, наверное, наши жители Ингушетии знают, 18 тысяч человек, которые изъявили желание остаться на территории Ингушетии. Вот. И под эту программу работа сегодня идет у нас. По беженцам из Северной Осетии я сделаю все от меня зависящее. Такая работа у нас продолжается. Проведены встречи и с президентом Российской Федерации, и с председателем правительства.
и с президентом Северной Осетии, и с полномочным представителем. Я сделаю все, чтобы всех беженцев вернуть в места прежнего постоянного проживания. То есть это их право, они должны жить там, где они хотят. Мурат Ильич, еще правозащитники делают попытку, чтобы в прессе прошла информация, что этот процесс идет недобровольно, то есть люди возвращаются не на добровольной основе. Что вы можете сказать? Ну, правозащитники, они, конечно, в целом помогают, но есть люди, которые заявляют, как бы, исходит из того, что вроде как бы недобровольный. Процесс он добровольный. Я уже много раз об этом говорил, и еще раз подтверждаю. Мы сделали сегодня очень много, это говорят сами чеченские беженцы, очень много сделали для сохранения мира, стабильности, для возвращения в места их прежнего постоянного проживания. И это все осуществлялось на протяжении последних лет только по исключительно добровольному принципу. Я думаю, что также эта работа должна быть проведена и, значит, в отношении беженцев, ингушей из Северной Осетии. Добровольно, и люди должны возвращаться туда, куда они хотят, откуда они прибыли. Мурат Ильич, и еще касаясь уже непосредственно республики. В республике прошла информация, что выделены дополнительные средства для тех, кто пострадал в период летнего наводнения 2002 года. Будут ли выделяться эти средства и каким образом? Но мы эту информацию ее довели до средств массовой информации, и часть суммы пришла, это 61 миллион, а общая сумма 156 миллионов, которые остались еще с того периода, которые еще с правительства Российской Федерации мы не получили. Работа эта идет, то есть получат те, у кого, значит, по линии госстроя Российской Федерации есть документы, получат именно ту сумму, которая определена по документам госстроя. Там от того, что кто-то там больше построил, кто-то меньше построил, кому-то там, кто-то считает, что он должен был получить что-то другое. Это одно, а чисто документально все должны получить. И основная сумма это мы должны получить где-то в середине октября. Пока денег этих в республике нет, но есть обещание правительства Российской Федерации, я думаю, что оно будет выполнено, что до конца октября эти деньги мы получим. Мурат Ильич, и кроме того, у жителей республики вызывает вопрос по ветхому жилью. Что вы можете сказать о программе? Программа «Ветхое жилье», она продолжает работу в правительстве Российской Федерации, но эта программа, работы идут в течение 10 лет, там, 8, 5 лет, отдельные субъекты Российской Федерации. Но мы включились в эту программу, я думаю, что вот в следующем году мы будем хорошо представлены вот в этой программе. То есть работа в этом направлении идет. Но по оползневой зоне мы в ближайшее время в районе Ачелуков, в районе Зязиков-Юрт построим 150 домов. 150 домов по линии МЧС, по линии оползневой зоны мы будем строить. Уже часть этих работ уже начаты. Я вот на днях был, просмотрел, как эти работы идут. Работы идут качественно. И 150 домов, я думаю, что мы где-то в середине следующего года закончим все работы по, значит, выводу из оползневой зоны людей. Эта проблема, она существует давно уже, это несколько десятков лет, и я думаю, мы ее решим. Мурат Ильич, и еще один вопрос, думаю, он тоже очень много волнует, тем более в связи с последним назначением генеральным директором Ингушнефтегазпром. Как вы намерены в дальнейшем проводить работу по поднятию нефтекомплекса? Вы знаете, нефтекомплекс – это наше основное предприятие, на которое мы надеемся, и нефтекомплекс, он должен давать отдачу. Ну, вначале мы уже получили отдачу. Отдача в том, что 2000 человек в течение 8 месяцев, которые не получали зарплату, они получили зарплату, выплатили налоги. Но этого мало. В таком виде нас не устраивает. Поэтому нам нужно, чтобы люди получали, помимо зарплаты, премии, чтобы осваивались новые скважины, места профилактической работы проводились в местах добычи, транспортировки нефтепродуктов, чтобы мы могли решать социальные сферы для нефтяников, чтобы мы могли нефтяников отправлять на лечение, чтобы мы их могли на курортной деятельности, чтобы их направлять, чтобы мы могли оказывать конкретную помощь
Вот это очень важно. Но это предприятие, оно было, есть и всегда будет именно народным, именно государственным. И будет принадлежать всему народу Ингушетии. Поэтому сегодня эта работа идет. Я думаю, что мы где-то в начале следующего года, в середине года, оно будет намного эффективнее. Такая работа уже начата сейчас, и работу мы эту продолжаем. И вот нефтяники, они почувствуют на себе ту помощь, которую сегодня осуществляет и руководство, и та работа, которая осуществляется совместно. У нас долгосрочно, это не на месяц, не на 2, не на год. Эта работа будет продолжаться и в следующем году, и через, скажем, 3-4 года, потому что мы должны нефтекомплекс, нашу элитную нефть, чтобы мы ее могли реализовывать именно для народа. Мурат Магомедович, и, наверное, последний вопрос. Он интересует всех жителей республики. Идет ход расследования по событиям 22 июня этого года. Ну, это вот по информации прокуратуры, МВД, значит, идет расследование, и надо сказать, что практически уже внесена ясность, и я думаю, что в ближайшее время эти структуры, они доложат конкретно, кто, сколько участвовал, степень участия каждого, и вот эти соответствующие структуры, мы знаем, что Генеральная прокуратура работает, их в производстве находится это дело, и такой доклад будет в ближайшее время. Этот доклад он будет доведен до общественности. Мурат Магомедович,